Чё на НРТ, с вами снова этноблогер Генрих Немчинов, вещает с Республики Коми. Конечно же, наш любимый гармонист, известный Владимир Трошин. Коми на мостер дыркас. Я еще вам хочу открыть секрет, что в Коми ездят только на ледяных машинах. Вот они. Сегодня собрались в Усогорск, это Ударский район. Чем же удивит эта поездка в Ударский район? Погнали! За 5 часов доехали, заселяемся в гостиницу «Единственная». Единственное и неповторимое. Итак, проведем небольшой обзор гостиницы. Вот такой длинный коридорчик, синий. Нас заселили сюда, в этот бокс. Тут у нас первая и вторая комнаты. Вот однокомнатная квартирка, комнатка. Вот наша с Вовой. Тоже высокие потолки. Комната довольно-таки уютная. Открываем, это у нас туалет. А тут у нас душевая кабина стоит. Все, дорогие друзья, спокойной ночи. До завтра. Едем по Усогорску. Первый день съемок. Расположен на западе республики, в месте падения реки Ус, Мизень. Усогорск образовался в 60-х годах прошлого столетия. В декабре 1967 года было подписано соглашение между правительствами СССР и Народной Республики Болгарии о сотрудничестве в заготовке леса на территории СССР. Через 8 лет в тайге появились 3 больших поселка. Усогорск, Благоево и Междуреченск. Есть такие поселки по сей день? Есть, да. А тем временем заливаю ролик в ТикТок. Подписывайтесь. Вот мой аккаунт Этногенри называется. Это первый объект наш, Дом народного творчества. Там нам проведут экскурсию, расскажут о костюме, вроде Вашкинском и Мизенском. Различия покажем, потому что республика, у нас большая, и даже в маленьком районе есть различия между населением. Первая часть съемок прошла, рассказывали, во что играли раньше. Ну, раньше же охотников много было, дичи тоже больше было, чем сейчас. Брали костяшки у дичи и ими играли. Об этом нам рассказывали, очень интересно. Ждите, выпуск более подробный будет у меня на канале тоже. День короткий, снимать очень много, приходится летать, быстро действовать. Сейчас разубил. Едем дальше, село Кослан. Проезжаем реку Мизень, потому что мы на Мезенской стороне снимаем сегодня. А завтра выдвигаемся на Вашку. Вот и все, приехали в Кослан, идем в музей. Как-то сюда приезжал ученый Екатерин Сорокин, так вот он сказал, что гостеприимство есть у всех, а в Ударском районе его больше всех. И нас предупредили, что если будут звать сесть за чашечкой чая, то мы не должны согласиться, пока нас не приглашат 3 раза. Будем ждать. Вообще музей очень интересный, много экспонатов. Вот, например, этот экспонат. Это у нас палка колдуна. Ее нашли в селе Чупрово. Выполнена она из корня дерева с наростами. Прикиньте, палка колдуна. Шаньга и змей. Едим шанишку из мальков. Это, говорят, местная наркота. Да. Чувствуется немного горечь. А ся таблица Менделеева. Сия шижим вишем бурдада ёскус. Международный на якуде снимайтесь. Наилон шижим мыка. Шижим лашань. Снимайте на. Куккывылын рочи английский кывылын. В общем, Дину Ивановну снимала много каналов. А вы спросите Эмир. у Алисы. Кто такая Дина Ивановна Чупрова? А Алиса скажет. Алиса Дина Ивановну Чупрову знает. Ну, спросите. Кыть я пожема, оз я пожема, щелем шери да те чужанин. Кыть я пожема, оз я гожема, щелем шери да те чужанин. Люблю я удару. Обожаю. Чужаны.
ne dikşiyle terleşmişsin. Другишни бумлаш. Година зейна шилива се шали век буль песня да. Итак, у нас второй день съемок в Ударском районе. Вчера мы ездили, как помнится, по Мезенской стороне. Дело в том, что в Ударском районе течет две реки, Мезень и Вашка. Вот как раз по Мезенской стороне вчера ездили. А мы будем кушать пирог с минокой. Минокой. У кого-то горло болит, как чувствуется. Ну, это съемки. Это жертва. Да? Ладно. А сейчас мы находимся в деревне Кривом, будем снимать церковь Параскевой Пятницы. Ох, какая большая горка. Это у вас горка такая, да, большая? Часовня Святой Параскевы Пятницы является визитной карточкой нашей деревни. Она была построена в начале XVIII века. Это самая старая часовня в республике Коми. В чем суть поездки? Почему мы поехали троем, Вова, я и Василина? Дело в том, что мы выиграли грант от главы республики Коми на то, чтобы снимали ролики про традицию, культуру и игры Коми народа. То есть мы обходим 3 района. Да, Прилузский, Ижемский и Ударский. Ну, по версии нашей, это самые более комиязычные районы. Не будем спорить, что в других районах тоже изучают коми. Мике рочашникути. Вот. Но эти районы нам показались более загадочными, более такие интересными, отдаленные. И решили вот показать вам красоту этих районов. Ударское гостеприимство радует. Мы снова заходим в дом, чтобы пить чай. Это оказался не вовсе дом, а это оказался дом культуры. Дом же. Ну, тоже дом, да. А мы думали, это жилой дом. Вот такая сцена. Приготовили уже стол. Будем пить чай. С рулетом. Ну, с рулетом. Там школа, наверное? Начальная школа есть, где учатся 2 человека. Да. В каком классе? Это мои внуки и внучка учатся. В 4 и в 1. Да. Есть детский садик, где куда ходят 4 человека. 4 человека. Наш восстановленный дом, детская площадка. Вся в целости. Итак, мы приехали в Ашгард, сразу идем на кладбище, пока нету 12 часов, потому что после 12 на кладбище желательно уже не ходить. Взяли с собой немного продуктов, чтобы помянуть родственников у Вовы и оставить немного еды. Наливают чай, а еду тоже оставляют? Да. Ну, с едой. У нас берут и около еды так поставляют, чтобы... Да. Красиво. Да, что я даю. Вот на Ударе как хоронили, то есть в линию хоронили, это одна линия, это одна семья, получается, один род, да? Вот отец у Вовы. И застолье в Ашгарде. Что у нас тут присутствует на столе? Это очень вкусная капуста с луком, вареная. Вашкинская капуста. И выпечка, конечно же, выпечка. Как же без нее? А это у нас клюква в сахаре. Шоркни, например, репа, важущани микарма, шоркни. Репа с лук и вин. Вот мой картошка и вин, потому что я привозный вайдам на кушка. Знаете, лайфхак. Нужно сначала посидеть за столом, познакомиться поближе с местным жителем, который, например, открыл музей. Только после этого спрашивать про национальные костюмы, спрашивать про этнографическую часть. Тогда человек больше раскрепощен, он больше начинает показывать. Вот сейчас мы приехали сюда, нам сказали, у нас ничего нет такого особого, что можно показать. После того, как попили чай, нам начали показывать их клады. Мися, у нас много таких платьев, это послевоенное время шили. Смотрите в музее, сколько хранится старинных вещей. Ударские. Зажиточные вылома. Мы проезжаем, где раньше было село Кача, там стоит крест. Ой, дорога какая плохая.
Ну что, друзья, экшен погнал. У нас горочка тут, и машинка в нашу горочку не залезает. Готовите? Ура! Дорогу на тракторе чистят. Вот и третий день съемок. Мы спали в Чупрово. Троша Верт еще спит, а местные собаки уже бегают. Там кто-то трудится, что-то делают. Один из видов заработков местных — это сдавать картофель. Вот как раз машина и приехала. Собрались жители, которые сдают урожай, собранный осенью. Раньше в селе работал интернат, сейчас он просто стоит. Туда ездили дети учиться с Муфтюги и Коптюги. Это соседние деревни. В селе стоят огромные дома. Сейчас большинство домов уже не живые, а некоторые вот еще топятся. Например, этот. Здравствуйте. Кто там лает? На доме висит вот такой крест. Это полотенце с солярным символом. В нем вырезаны знаки солнца. Так старались защитить свой дом не только снаружи, но и изнутри. А еще в селе Чупрово стоит церковь во имя нерукотворного образа Спаса. Но главная жемчужина села и всего Ударского района — это фольклорный ансамбль «Коптюжаночка». Вот в селе Чупрово какие красивые амбары стоят. Это старинные склады. Смотрите, в ряд все. Очень красиво. Чупрово, прощай. В последнее время с Вовой много ездим по деревням, и сразу видно, где люди сами хотят жить, сами хотят благоустраивать. А где люди что-то просят постоянно, просят, а сами ничего не делают. Вот тут сами сделали, Пучкома, я люблю Пучкома написали, и то уже какое-то достопримечательность какая-то уже появляется. И мы когда заехали, сразу обратили внимание, и на душе так радостно становится, что люди что-то сами делают. Вот несложно в каждом поселке сделать вот. Ищем дом, куда нас позвали гости. Заходим в магазин у Сергея. Здравствуйте. А вот концерт на Карандо. О, Господь, да. Вижте, что мы заразные сейчас. Ой, колено, ой, малина, речка долая вода. Ты скажи, колено, как попала ты сюда? Что, снова выступает? Застольные концерты проводим в карантин. Гармошка не дает, народами села, по России ты идешь, с музыкой веселой. Как ни странно, мы встретились с Лидией Кельчиной, заочно знакомы уже в Инстаграме. Инстаграм оставлю тут. Спасибо. Всем привет, очень рада знакомству и с Генрихом, и с Владимиром, и с Василиной. Вова уже за столом. Ударское гостеприимство проявилось и в Большой Пучками. Благодарим вас за это. Мы думали, что это последнее застолье на сегодняшний день. Дальше мы поедем в Сыктывкар, наш родной город. Но через 4 часа в пути нам раздался звонок, и мы оказались в Йодве, в гостях у Светланы Ювенальевны Говорухиной. Няни стези кокня пожеше. Пуктан не унайо, таче. Тани колькон пукты. Но дрожжи вилин, конечно, тая пожалема. Сеща в пуктан таче не унавуй. Коть ложка, но вы кола пуктаны няня. Лямаш ты дед? И ся борли бис. Вот всеки кожейка тот час, кучам ся кожейка. И дед, конечно, тая смена става с мама веледес. А ми нам став финогорский регион, еще им колокольчики, джик ставшись. Верманы Мариэлем, Удмуртияем, сеща Венгрием, Американские спецкорла. Финляндияем. Со.
Здорово, когда народ имеет свое хобби, ведь благодаря любимому делу человек обретает гармонию в жизни. Благодарю за просмотр ролика про Ударский район. Буду рад вашей подписке на мой канал, лайку и комментарию. Смыка в лаше, но страх.